Я Мушню знаю фактически с 20 лет, мы с ним дружим, мы с ним учились вместе в университете, я с ним там познакомился на первом курсе, и он меня увлек археологией. И это настолько было поразительным, потому что археология такая вот работа, требующая горы, такой, можно сказать, полувоенный образ жизни. И я вот за ним пошел тогда в археологию. Вот он был из той категории людей, за которым шли. Он учился в Питере, аспирантом был. Он же уникальный был археолог. И вот этот профессор Любин, прошло 19 лет уже, и он всегда страдает. Он сказал, у меня такого ученика не было. Это был прирожденный ученый, палеолитчик. Очень многие люди, и бизнесмены, и крутые, такие очень независимые, когда начинали с ним общаться, попадали под его очарование и совершенно полностью подчинялись его влиянию. У него были, конечно, тут даже говорить не о чем, настолько сильные лидерские качества, настолько сильная харизма, ведь он же... многие люди приезжали в экспедиции, ученые, такие, интеллигенция, как мы говорим, гнилая интеллигенция, которая, Кафка, кто такой, мы откуда знали, это вот благодаря им это стали мучаясь читать, они такие разговоры вели, художники, это в экспедицию любили приезжать. С ним они робели, они сказали, столь интеллектуального общения, как с Мушнем, у него была природная интеллектуальность, вот природная. И он был из той категории людей, которая просто разоруживала любого. Началась война. Куда, как, мне в голову не приходило, вообще себя не мыслил в этом. Но вот муж не пошел. И как-то я посчитал, вот он там, я должен быть рядом с ним. И очень много нашей интеллигенции, наших друзей вообще даже не задумывались, это война, это Родина, но то, что вот Мушни там находился, на многих это, конечно, очень сильно повлияло. И мы пошли за ним. Должна восторжествовать на переговорах истина. Если там не будет истины, не то, что это лично в мою пользу или лично в пользу моего народа, нет. Речь идет о элементарном соблюдении элементарных человеческих правил. Хочешь, можешь это сказать, ссылаясь на закон или на Бога, неважно в данном случае. Нас и закон устраивает общечеловеческого общежития. Есть правила общечеловеческого общежития, правильно? Что здесь, что в Южной Америке, что в стране папуасов. Когда человек такого уровня, как Шеварднадзе, вдруг пускает в нашу маленькую республику танки в количестве около 60 единиц, то есть бронетехники, и там я не знаю, сколько сот или тысяч солдат, пока у нас нет достоверных сведений. Это не делается без позволения на то более мощных сил. Вот это и есть пресловутая цивилизация, которую нам несут танками. Мне будут нести цивилизацию через Грузию, я этого не понимаю. Я все время так в шутку говорю. То, что в Южная Америка существует, и там течет река Амазонка, я узнал посредством русского языка. И я не собираюсь изучать ли какой-то другой язык, или мой внук, или мой сын. Да и вообще все. Мы люди так или иначе русской культуры, но абхазского духа, кавказской культуры, кавказского духа, кавказской психологии. Абсолютно друг друга не исключают, наоборот, дополняют. Другое дело, нас не надо давить. Мы не те люди, которых можно давкой заставить что-то сделать.
Мы будем жить по-своему. Но мы хотим в рамках, так сказать, российской культуры возрождаться, развиваться, жить или выживать, как там сказать. Рядом с ним ощущения страха не было. Вот во время войны ведь уникально он, какой он сейчас, скажем, военный полководец, совершенно мирная профессия, историк, археолог. Ведь за ним пошли люди. Фактически, если бы не он, я не знаю, как война бы, вот какие имела бы контуры, очертания, когда бы она вообще закончилась. Он фактически удержал линию обороны. Он фактически сформировал вот то народное ополчение, которое потом сформировалось в военные батальоны. Вначале его не было. Вот это по всей линии обороны он сам пешком ходил. Вот он расставил людей столько. Откуда эти знания, вот военные, стратегические, у него могли появиться? Он всегда шел впереди всех. И мне тогда казалось, что так и должно быть, что командир на войне должен идти впереди всех. Потом я узнал, что в принципе функция командира – командовать и посылать людей, а самому руководить. Но он ходил впереди всех. Арва рахмеп кашишпа, ракашишпа, дисциплинашпа. Азви пшзам занза. Ибзине ибешудо. Истахни изиме ибешудо. Занза. Абзи раяштам гео. Зигео. Ус зиге айсчакна зигерту хозар. دارت زيدزي حي خرت حارنا حالونها يرتفني حدثوا بوا يخي اختم عزو يخي اختم قزاز يقزو يزي قزرنجيو حرموخي قلت على كروبس شو ها. Откровенность была удивительным его качеством. Вот знаете, иной раз откровенность одних людей вызывает раздражение и противостояние. Его откровенность вызывала, не раздражала, хотя очень многим не нравилось. Это касалось и войны. И когда он сказал, не может каждый быть героем, не каждый может переступить какую-то черту, мы говорили. Но те, которые пришли сюда, то есть все, вы должны полностью понять, что это забыть обо всем и только защита Отечества. Ай беззерюра. Алани хамазки. Акалакуски яхго харем гаку. Ригагра епшзем, лиселидизен за епшзем, фалакиду, итпау, яуб, рякалик, усим редзема багара, наски харосха, ашцел рахамадзем, акалик квагара. يا حجم حكان زيك حجم أخا إيش حجم يحضرت حيش خرج يحضرت ويجي خارج زموي президенты خارج زموي парламент خارج زموي زيجي خوش جدوجي أبسوا حالكنا زيجي حخرو وان زي حاجة زيجي إخي حاجة زيجي وزيجي يتحاجب وبرزها يحاجموا حوس أحصل حمزر بسوها حمد أختي حكوت أملا يا حنكو قزر علب فورما جاي كرم تزور يا يرمز يحمز حشو يحشم يحمو
Абхазский народ в состоянии отечественной войны. Совершенно верно. Ситуация, не кажется, тебе вышла уже на тот уровень качественный, когда эта отечественная война превращается в Великую Отечественную войну? Совершенно верно. Она практически уже превратилась в Великую Отечественную войну, куда вошли в составе интернациональных сил, так скажем, представители конфедерации, то есть северокавказских народов, наших ближайших родственников по крови, по характеру, по психологии. По происхождению? По происхождению, безусловно. Наши ближайшие родственники, это наши близкие. По понятиям, по каким-то общечеловеческим, обыденным поступкам. Очень по духу, безусловно. Есть, конечно, какая-то разница между нами. Мы были изолированы достаточно долгое время. Но в то же время дух есть дух, он, видимо, так просто не улетучивается, как винные пары. Человек — это нечто более великое, нечто более большое, так скажем. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. Когда он поехал на Восточный фронт, задача была его сформировать там, попробовать так же. Но там другие условия были, другая ситуация была. Там невозможно было, как Западный фронт, там анклавы были, грузинские, наши. И он как раз находился с группой Ануар Ховата, Тамщикова. И они там сидели, отражали атаку. И он там находился в момент, когда он погиб. И когда их привезли, Владислав Григорьевич вызвал меня и спросил, говорит, где будем его хоронить? Ну, я говорю, вы лучше знаете. Ну, давай, говорит, вот в Лыхнаштах, как они? Я говорю, наверное, родственники будут согласны. Он такой величины и значимости был. Смерть Мушня — это была как катастрофа для всех, кто был на Западном фронте, на Восточном. Когда мы услышали, когда его привезли, вот эти 3 дня, которые он был, честно вам скажу, у меня было ощущение, что все, на этом война закончилась, моя война, что мы проиграли, что 3 дня я просто думал, что больше мы не сможем. До последних моментов ни один день войны не обходился без того, а что бы сказал Мушнин? Но я вам скажу одну такую вещь. После войны очень много событий происходило, знаете, и выборы были, и майские события, кудорские. Не помню ни одной ситуации, это не только я, это очень многие. Посмотрите, как для всех значит, что бы сделал Мушнин, чтобы он подумал. И для меня всегда очень важно, когда в критические моменты моей жизни бывают какие-то обострения, надо высказать свою точку зрения, она различается от других. Я сижу и думаю, сижу с друзьями, теми небольшими осколками того сообщества, сижу и думаю, интересно, что бы сейчас Адгуру Налупа сказал бы, с кем бы он был, как бы он себя повел, что бы сказал бы Мушня, Хварцке, Лаши, Когоня. Мне все время приходится соизмерять иногда свои высказывания, свои поступки, думая, что, возможно, они поступили бы так. Может, я ошибаюсь. Я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Но другое дело, что понимать под победой. Победу духа или победу какой-то физической силы. Расправы нашей над кем-то другим, который на нас пошел. В данном случае, об этом надо еще поговорить. Это другая тема совсем. Я всегда считал, что чем мы станем все, в итоге превратят нас, как это сказать правильно, не хочу, чтобы мой народ стал полностью
была масса, которая занимается доставанием каких-то долларов или рублей. Мандаринами там торговали. Нас к этому вели и чуть не привели. Слава Богу, мы к этому еще не пришли, а уже и не придем, я думаю. И вот все то, что происходит, это еще спасибо кое-кому надо сказать. Кстати говоря, если наша нация возродится только через вот это, то, что сегодня и происходит. Через страдания. Через страдания, безусловно. Что Варнадзе сделал, я не знаю, как это сейчас, я не буду характеристику давать этому явлению, это и так видно. Но в итоге он сплотит, возродит наши маленькие народы. И я думаю, что мы выживем в другом качестве, более хорошем, более добром, более мужественном, более честном. Если бы он остался жив, я все время думаю, какой бы политический спектр был бы в Абхазии, какая жизнь была бы в Абхазии. Я думаю, что он был бы очень влиятельным.